Дальше среди видов поклонений, которые упоминает автор, страх. Страх. По-арабски аль-хауф. Ва аманаху мин хауф. То есть избавил их от страха. Аль-хауф. Страх делится на 3 вида. Мы должны их запомнить. 3 вида. Некоторые упоминают больше, то есть делят эти виды на другие еще подвиды. Но мы скажем в общем, сколько видов страха? 3. Первый вид страха – страх, который является поклонением. Страх, этот называется хауф ибада, страх поклонения. Страх хушу, страх смирения, страх тазаллюль, самоуничижение, страх та'зим, возвеличивание. Хорошо? Страх внутреннего самоуничижения, страх покорности, тайный страх внутренний, который в сердце, страх перед наказанием, которое придет какими-то незримыми путями, когда человек вроде и нет того, кого он боится с ним, как бы, да, например, то есть он как бы один, вроде там, да, ну и что? Страх. Вот такой вид страха. Итак, первый вид страха это какой? Страх, который называется айбада та'зим сир. Это его качество. Айбада, то есть страх чего? Поклонения. Когда человек самоуничижается, когда человек проявляет смирение внутреннее и так далее. Та'зим, возвеличивание при этом. И сир, этот страх какой? Тайный страх. Он в сердце. Он в сердце, этот страх. Человек боится, что будет после него какое-то несчастье, или какая-то кара какая-то, какое-то наказание, какими-то незримыми путями придет. Вот такой вид страха. Понятно? Мы его описали вот объемно, чтобы было понятно, что это за страх. Вот такой страх посвятить кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Этот страх поклонения, возвеличивания, тайный страх, являющийся внутренним, пронизывающим сердце, опасением наказания, которое придет. Вот такой страх, посвящение его Аллаху Субхану ва Тааля, это ваджиб, это обязательно. Если у человека отсутствует страх перед Аллахом Субхану ва Тааля, этот страх поклонения, возвеличивания, тайный страх, то это куфр. Это выход человека из религии. Страх обязательно должен присутствовать такой. Ваджиб. Обязательно. Это поклонение обязательное. Если такой страх посвятит человек не Аллаху Субхану ва Тааля, то это будет ширк. Это будет ширк. Какой ширк? Аш-ширкуль акбар. Большой ширк. Куфр. Пример, чтобы было понятно. Часто приводим этот пример, поскольку приводит один из ученых его, для того, чтобы было более ясно. Есть некая гробница в Египте. Якобы там лежит человек по имени Аль-Бадауи. Там оказался Таль-Буль, то есть человек, искатель знания в том районе. Хорошо. Он ехал с каким-то человеком, который вел машину, шофер, не знаю, таксист он или кто. И теперь, значит, подошел к нему юноша и говорит: ради Аль-Бадауи, дай мне садака, дай мне милостыню. Этот человек, ученый Таль-Буль, сказал: я не дам тебе никакого садака ради Аль-Бадауи. Ради Аль-Бадауи не дам. И поехали. Теперь всю дорогу шофер молчит и трясется. Молчит и трясется. Когда доехали до места назначения, он облегченно вздохнул, сказал: почему? Почему ты так облегченно вздохнул? Он говорит: потому что ты не дал ради Сейид Аль-Бадауи, господин Аль-Бадауи, не дал садака, отказал, и я боялся, что он нас накажет, что постигнет нас несчастье сейчас, какое-то авария или еще что-то. Вот это и есть тот самый, что вот этот страх, страх поклонения. Мы сказали поклонение, возвеличивание и тайный страх, да? Понятно. Второй вид страха – дозволенный страх. Дозволенный страх, или его называют аль-хауф ат-таби'i, естественный страх. Естественный страх. Человек боится огня, например. Человек боится диких зверей. Человек боится разбойников каких-то вооруженных, каких-то преступников, каких-то сильных несправедливых врагов человек боится.
Это страх, дозволенный страх, потому что он естественный страх. Такой страх не грех. За такой страх человек не заслуживает порицания. Если только он не переходит рамки, конечно, определенные. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Аль-Касас, про Мусу, алейхиссалам. «Фахараджа минха хаифан ятараккаб. Каля рабби наджини мин аль-кауми залимин». И он вышел из города, испытывая страх. То есть Муса, алейхиссалам, вышел из города, испытывая страх, оглядываясь, и сказал: «О Господь мой, спаси меня от народа несправедливого». Третий вид страха – запрещенный страх. Запрещенный страх, что это за страх? Запрещенный, аль-хауф аль-мухаррам. Когда вот тот естественный страх переходит рамки, так, что человек начинает ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля, совершать харам или оставлять ваджиб. Когда он начинает слушать творение, ослушаясь Творца, подчиняться творению, ослушаясь Творца, это уже страх какой? Запрещенный страх. Запрещенный страх. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаля тахафу ва хафуни». Не бойтесь их, а бойтесь меня. Не бойтесь их, а бойтесь меня. То есть те люди из многобожников, которые грозят вас уничтожить, которые сражаются с вами. Если вам приказано сражаться с ними, Аллах Субхану ва Тааля обращается к сахаба, к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалам, то вы из-за страха перед ними, да, страх может быть естественно, их много, они сильные, но из-за страха перед ними вы не ослушиваетесь приказа Аллаха Субхану ва Тааля, приказа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, третий вид страха – запрещенный страх. Это какой страх? Когда человек покоряется творением каким-то, кому-то из людей, кому-то из творений, в том, что является ослушанием Творца, оставлять какие-то обязательные предписания Аллаха Субхану ва Тааля. Или совершает запретное. Это А. Это А. Пункт А здесь, в запрещенном страхе. Еще что относится к запрещенному страху? Когда первый вид страха переходит границы. Запрещенный вид страха, таким образом, страх, когда человек переходит границы во втором его виде, дозволенный страх, мы сказали, перешел границы, послушание творению путем услушания Творца. И когда первый вид страха это что? Страх перед Аллахом Субхану ва Тааля, страх поклонения, возвеличивания. Человек переходит рамки. Каким образом? Его страх дошел до степени отчаяния в милости Аллаха Субхану ва Тааля. Что? Если страх привел к отчаянию в милости, а человек потерял надежду на милость Аллаха Субхану ва Тааля, это запрещенный страх. Если человек вообще потерял надежду на 100% в милости Аллаха Субхану ва Тааля, то это уже куфр. Как отсутствие полного страха куфр, так и отсутствие надежды на милость Аллаха Субхану тоже неверие, куфр. Так запрещенный вид страха, когда человек теряет, отчаивается в милости Аллаха Субхану, теряет надежду на милость Аллаха Субхану ва Тааля. Шайтан вот так вводит некоторых людей в заблуждение. Конечно, шайтан очень искусен в том, как вводить людей в заблуждение. Он не приходит и не говорит: я пришел к тебе, чтобы призвать тебя к заблуждению. Нет, он это делает очень искусно. То есть под маской чего-то благородного, чего-то праведного. Так вводит некоторых людей в заблуждение и говорит: ну ты столько сделал грехов, так ты уже много совершил преступлений, что уже тебе уже надеяться на что-то? Зачем тогда тебе поклоняться, зачем тебе намаз, зачем тебе все эти праведные деяния для такого, как ты, который столько зла уже натворил? И вводит человека, ввергает его в отчаяние, заставляет его таким образом бросить покорность Аллаху Субхану ва Тааля и продолжать грешить. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль я ибади аллазина асрафу аля анфусихим, ла тaqнату мин рахматиллах, инна Аллаха яғфиру зунуба джамиа». Скажи, передавая слова мои, Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи: «О рабы мои,
рабы Аллаха Субхану Тааля, которые приступили против самих себя, против своих душ, то есть совершая грехи. «Ля такнату мин рахматилля». Не отчаивайтесь в милости Аллаха. «Инна Аллах ягфиру зунуба джамиа». Поистине Аллах прощает все грехи. Все грехи. Тот, кто кается, Аллах прощает им грехи. Покаявшийся в грехе подобен тому, у кого нет греха. Так, это то, что касается какого вида поклонения? Аль-хауф. Мы сказали о скольких видах? 3. Первый вид был страх, поклонение, возвеличивание тайный. Ваджиб – посвящать Аллаху, ширк большой – посвящать не Аллаху. Второй был дозволенный, естественный страх. Третий вид – запрещенный страх. Какой? Когда страх перед Аллахом доводит до отчаяния, или когда естественно, страх переходит границы так, что творение слушает, ослушиваясь Аллах Субхану Ва Тааля, да, оставляя ваджиб или совершая харам.